Это телеканал Якутия-24, прямой эфир. С вами Влад Давыдов и программа «Итоги дня». Добрый вечер. Сегодня в программе. Чистая вода во всех домах уже скоро. Новый водозабор в Якутске готов на 90%. Как идут работы и когда намечен запуск объекта? Борьба с огнем в республике усиленно тушат лесные пожары. С каким успехом, какие меры и методы применяет МЧС? За вред экологии бить рублем в Алдане оштрафовали предприятие после рейда по итогам саночистки, за что наказали недобросовестные организации. Первым делом сроки и графики. Навигация преодолела экватор. В чем отличие от прошлого сезона? Сюжет из Ленска. Местные кадры в промышленности. По этой программе в Алросе начались стажировки молодых специалистов. Как освоились ребята на рабочем месте? Бульдозером по игорному бизнесу в столице на мусорном полигоне уничтожили игровые автоматы. За процессом наблюдала наша съемочная группа. Самолеты МЧС за сутки сбросили на пожары в Якутии почти 500 тонн воды. Всего в регионе действуют 69 природных пожаров, ведут работы по тушению 14 из них. За прошедшие сутки ликвидировали 3 очага. Вместе с этим специалисты отобрали и исследовали 16 проб атмосферного воздуха в населенных пунктах, граничащих с лесными пожарами. Допустимая концентрация вредных веществ в них не превышена. Также специалисты авиалесоохраны региона вызвали искусственные осадки в 4 районах. Пиропатроны с йодистым серебром в облака запускает самолет Ан-26. В течение получаса над местом пуска патронов начинают выпадать осадки. Кроме вызова дождей, для борьбы с лесными пожарами специалисты используют методику взрывных работ. В связи с прошедшими недавно осадками классы пожарной опасности по ряду районов республики они снизились, но данные пожары продолжают действовать, поэтому мы активно стараемся перегруппироваться, чтобы использовать этот момент для того, чтобы данные пожары, и в том числе крупные, локализовать и в ближайшее время ликвидировать. Реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Якутска стала причиной задержки багажа пассажиров, прилетевших из Красноярска в Якутск. Из-за работ сократилась длина полосы. Это повлияло на коммерческую загрузку самолетов, в том числе багажа и груза. Экипаж рейса принял решение снять часть багажа. Оставшиеся доставят 26 июля другим рейсом, сообщает авиакомпания «Якутия». Мы должны обеспечить при любых непредвиденных обстоятельствах посадку на запасном аэродроме. Неважно, это где будет находиться, в любой точке маршрута. Или в аэропорту вылета, или по маршруту, или перед аэропортом назначения. То есть, если у нас не обеспечивает чульман запасным, приходится брать более дальние. В связи с этим наступают ограничения по максимально взлетный вес воздушного судна или максимально посадочный вес. Приходится брать больше топлива, что влияет на коммерческую загрузку. Семьи, у которых в этом году родился 2-й или 3-й ребенок, имеют право на субсидирование процентной ставки по ипотечному кредитованию. Программа с господдержкой работает с начала текущего года. При этом льготная ставка ипотечного кредита составляет 6%. Отметим, что если родился 2-й ребенок, то семья получает субсидирование на 3 года, а при рождении 3-го ребенка срок льготной ставки составляет 5 лет. По условию программы квартира должна быть куплена на первичном рынке. Кроме того, семья вносит первоначальный взнос 20% от стоимости жилья. Для этого они могут воспользоваться материнским капиталом.
при рождении, начиная с 1 января 2018 года до включительно 31 декабря 2022 года. То есть в этот период, если они родили второго, либо третьего ребенка, значит, они подпадают в эту программу на льготное кредитование. Основная цель – это улучшение жилищных условий, то есть семьи могут при оформлении договора купли-продажи жилого помещения, либо долевого участия на строительство, да, либо же, значит, на приобретение жилья с земельным участком. Значит, могут воспользоваться. Да? При этом размер установлен, жилое помещение, находящееся на территории субъектов, да, до 3 миллионов предоставляется. В Якутии самый высокий показатель ввода жилья по сравнению с другими регионами Дальнего Востока. Всего в макрорегионе в прошлом году построили почти 2 миллиона квадратных метров жилья. Из этого объема доля Якутии составляет 600 тысяч квадратных метров. В этом году планируется снижение показателя по вводу жилья. Ввод жилья в республике составит порядка 520 тысяч квадратных метров. Это обусловлено завершением реализации программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. В настоящее время выдано около 4,5 тысячи ипотечных кредитов по республике на общую сумму порядка 12 миллиардов рублей. А также с начала года заключено около 9 тысяч договоров долевого участия в строительстве жилья. Новый водозабор в Якутске готов на 90%. Строительство идет по плану и входит в завершающую стадию. Таким образом, уже этой осенью в дома горожан должна начать поступать идеально чистая вода. Репортаж Александра Зубехина. Завершается строительство уникального на Дальнем Востоке объекта, процесс очистки воды на котором полностью автоматизирован. Вода с этого сооружения будет питьевого качества круглый год. Мощность нового комплекса 110 тысяч кубометров воды в сутки. При этом отмечу, сейчас город максимально потребляет свыше 70 тысяч. Водоочистные сооружения состоят из 2 линий. Глубокая химическая очистка воды сделает ее питьевой. При химической очистке воды те реагенты, которые применяются для очистки, их концентрация на выходе с водозабора будет ничтожно мала, что они даже, никто не ощутит их. То есть они в пределах нормы будут. То есть даже в разы меньше предусмотренных норм. Подходит к концу отделка административных и промышленных помещений. В августе стартует первый этап пусконаладочных работ, в ходе которого проверят электроприводы и датчики на предмет работоспособности и контакта с управляющим центром. 18 августа специалисты планируют начать второй этап пусконаладочных работ. Во время пусконаладочных работ объем воды будет постоянно наращиваться, обрабатываемый, и эта вода будет уже в ближайшее время сбрасываться. Потом уже, когда процесс очистки будет налажен, качество воды уже будет обеспечено, тогда уже будет подано в город. Общая сметная стоимость объекта порядка 5 миллиардов рублей. Это кредитные средства банка, собственные ресурсы предприятия, в том числе деньги из бюджета Якутии. Сегодня, значит, все вот эти накладные, будем говорить, расходы, заложены, финансируются из бюджета республики. Поэтому, конечно, первая наша задача – не допустить повышения тарифов. Окончательный срок строительства водозаборного сооружения запланирован на 14 октября этого года. С этого времени вода питьевого качества в полном объеме начнет подаваться в Якутск. Александр Зубехин, Владимир Павлов, Якутск. Компания «Газпром» на сегодняшний день построила 1954 километра первой очереди газопровода «Сила Сибири». Это немногим более 90% расстояния от Чаендинского нефтегазового месторождения в Якутии до границы с Китаем. В компании отметили, что в текущем году основной объем строительно-монтажных работ по участку будет завершен. Таким образом, на 2019 год запланировано проведение испытаний газопровода, монтаж систем электроснабжения, связи и телемеханики и пусконаладочные работы.
На самой Чаянде к настоящему времени завершено бурение 113 скважин, идет монтаж основного оборудования, строительная готовность объектов, необходимых для начала добычи газа, составляет 50%. В «Газпроме» добавили, что газ с чаяндинского месторождения первым поступит в газопровод «Сила Сибири». Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении закон об изучении родных языков. Он устанавливает, что федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального, общего и основного общего образования обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков народов России, в том числе русского языка как родного. Кроме того, закон устанавливает, что свободный выбор языка образования осуществляется по заявлениям родителей, учащихся при приеме. Напомним, в апреле группа депутатов внесла на рассмотрение Нижней палаты парламента поправки в закон об образовании, которым предполагалось сделать дисциплиной по выбору изучение в школах родного языка. Эта инициатива вызывала резонанс в обществе. На прошлой неделе на заседании профильного комитета Госдумы по образованию и науке была представлена существенно переработанная версия законопроекта. Если исходная версия предусматривала преподавание родного языка на добровольной основе, то ко второму чтению было предложено оставить его изучение обязательным. На 87-м году жизни скончался советник президента страны, доктор юридических наук, полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством Вениамин Яковлев. Как сообщили в Ассоциации юристов России, в последнее время Вениамин Федорович болел. Свою профессиональную деятельность Яковлев начал в 1953 году преподавателем Якутской юридической школы, которую возглавил в 1954 году. С 1956 по 1960-е годы был старшим помощником прокурора Якутской ССР. Далее он работал в Свердловске и Москве, где с 1989 по 1991 годы занимал пост министра юстиции СССР. С января 2005 года и до последних дней жизни был советником президента России. Свои соболезнования выразил близким скончавшегося президент России Владимир Путин. Он отметил вклад Вениамина Яковлева в совершенствование отечественной судебной системы и развитие юридической науки. Свои соболезнования выразил и Айсен Николаев. Он отметил, что Вениамина Федоровича по праву можно назвать патриархом отечественной юриспруденции. Николаев подчеркнул вклад Вениамина Яковлева в развитие и совершенствование судебной системы, юридического образования в стране, в правовое развитие общества. Цитата. «Жизнь крупного правоведа была связана с Якутией. Республика скорбит вместе с родными, коллегами и друзьями Вениамина Федоровича. Это потеря для всей страны. Память о выдающемся юристе навсегда сохранится в наших сердцах», сказал руководитель региона Айсен Николаев. Сейчас короткая пауза, меньше минуты. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части программы «Итоги дня». За вред экологии бить рублем в Алдане оштрафовали предприятие после рейда по итогам саночистки, за что наказали недобросовестные организации. Первым делом сроки и графики. Навигация преодолела экватор. В чем отличие от прошлого сезона? Сюжет из Ленска. Местные кадры в промышленности. По этой программе Валроса начались стажировки молодых специалистов. Как освоились ребята на рабочем месте? Бульдозером по игорному бизнесу в столице на мусорном полигоне уничтожили игровые автоматы. За процессом наблюдала наша съемочная группа. Это Якутия-24, прямой эфир, программа «Итоги дня». Мы продолжаем. В Мирном в социальных сетях растет число недовольных покупателей продуктов питания. Потребители жалуются не только на недобросовестных предпринимателей, но и толком не знают, как достучаться до надзорных органов. Разбиралась наш корреспондент в Мирном Марьяна Кутукова.
Проблема высоких цен на продукты и просрочки в последнее время обсуждается очень часто, особенно в социальных сетях. Мы решили проверить одну информацию. Вот подписчица в одном из мирнинских пабликов пишет: в Верхнем поселке, в оптовке, которая за моей спиной, все сыры имеют срок годности до 2099 года. Так ли это на самом деле, мы сейчас проверим. Вот, нашли сыр Чизбер, годен до 30 декабря 1999 года. Сардельки. Годен до 30 декабря 1999 года. Упаковано 22 июля 2018 года и годен до 30 декабря 1999 года. Оказалось, все дело в сбое программы маркировки. Так нам объяснили в магазине. По мнению горожан, такие сбои не редкость. На прилавках даже бывают продукты из будущего, а реальные просрочки можно увидеть во всех магазинах. Я все понимаю, прирост там цен, затраты на дорогу и прочее, но это, извините, ни в какие ворота не лезет. Ладно бы продукты были качественные. Вот буквально недавно мы купили, значит, консервированную капусту. Ну, настолько, очень часто мы возвращаем, к сожалению, продукты, очень часто. Идет просрочка, потому что нам продукты возят с городов, с Новосибирска, с Иркутска, с Москвы, поэтому вот так вот и качество сказывается. Местной продукции у нас очень мало. Как правило, наказать предпринимателей готовы не все. В основном просроченный продукт либо выбрасывается, либо возвращается в магазин. Если магазин отказывается, то они могут обратиться в территориальный отдел. Обратиться могут несколькими способами, то есть могут обратиться непосредственно, подойдя и написав здесь заявление. Также у нас есть официальный сайт управления Роспотребнадзора, где после авторизации гражданин может, значит, в электронном виде подать заявление о нарушенных его правах. Также можно подать заявление через портал госуслуги. Поводом для проверки может послужить и публикация в СМИ. В частности, несоответствующая маркировка в магазине «Верхний» считается введением потребителя в заблуждение и имеет свои штрафные санкции. В случае неоднократных нарушений дело может дойти и до суда. Марьяна Кутукова, Евгений Тайтонов, Мирный. Объединить больницы Чульмана и Серебряного Бора с Нерюнгринской районной можно, только не сейчас, а в будущем. Такого мнения придерживается общественность Нерюнгринского района. В администрации прошло заседание, посвященное обсуждению этого актуального вопроса. Были выслушаны мнения глав поселений, главных врачей, больницы и представителей общественности. Все они против объединения больниц сейчас, но не отрицают в будущем подобного рода перспективу. Однако, по мнению Территориального фонда обязательного медстрахования и Центра стратегических исследований, экономически именно объединение было бы самым целесообразным решением. Что касается мнения Министерства здравоохранения, мы считаем, что на данном этапе, когда у нас больницы еще находятся в плане становления своей организационной структуры, в плане улучшения материально-технической базы, необходимо довести их до конца. И только тогда можно будет каким-то образом обсуждать с учетом мнения населения какое-то объединение больниц. То есть на данном этапе это объединение для нас невозможно. В Алдане оштрафовали предприятие после рейда по итогам санитарной очистки населенных пунктов. Общая сумма санкций составила более 100 тысяч рублей, за что наказали недобросовестные организации. Сюжет коллег из Алдана. Итогом работы комиссии по мониторингу результатов санитарной очистки населенных пунктов стало пополнение бюджета на 100 с лишним тысяч рублей. Все это штрафы за нарушения в природоохранном и санитарно-эпидемическом законодательствах. В ходе двухмесячника по санитарной очистке нами обследовано 54 объекта. Это образовательные, медицинские учреждения, объекты ЖКХ, торговля, общественное питание.
Значит, в ходе вот этих обследований было наложено 10 административных штрафов на сумму 85 тысяч рублей. Выдано 4 предписания об устранении выявленных нарушений. Составлено и выдано 7 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Инспекторы Комитета охраны природы также наказали нарушителей в сфере несанкционированных свалок и экологии. Под административную ответственность попали и крупные предприятия. Нами было проведено 3 административных расследования по статье 8.2. Это нарушение экологических требований в области обращения с отходами производства и потребления. Значит, по материалу были переданы в Алданский районный суд. По 2 материалам мы уже получили решение. Значит, 2 должностных лица наказаны по 10 тысяч. А в отношении физического лица мы ждем еще решения суда. Работа в области контроля за чистотой территорий ведется постоянно. В то же время не останавливается процесс благоустройства населенных пунктов. В летний период наводить порядок помогают волонтеры и школьники. Сейчас много подростков занимаются уборкой территории. На это отрадно смотреть, и вообще город преобразился. Я думаю, что выводы будут сделаны как гражданами, так и предприятиями в целом. Плановые и внеплановые контрольно-надзорные мероприятия дают определенный эффект. Однако порой само население безответственно относится к облику своих городов и поселков, оставляя на смотровых площадках, в скверах и парках бутылки и мусор. А потом пеняют на власть, что она бездействует. Руслан Павлов, Алдан. В столице на мусорном полигоне уничтожили игровые автоматы. Всего за эти дни будут раздавлены более 4000 единиц аппаратуры. Это самая крупная партия автоматов в этом году. Репортаж Дмитрия Тымырова. Игровые автоматы, персональные компьютеры, мониторы. Бульдозерист, не щадя технику, проезжает по ним. Все эти имущества были изъяты из различных подпольных казино в течение нескольких лет и копились. Но до сегодняшнего дня их нельзя было уничтожать. Благодаря тесной работе надзорных органов и прокуратуры Якутска сегодня стало возможным избавиться от них путем утилизации. Начиная с мая и кончая июнем месяцем, мы инициировали через прокуратуру города Якутска проведение, вынесение судебных решений по уничтожению этих игровых автоматов как бесхозных. В течение первого полугодия 2018 года сотрудниками полиции в ходе оперативно-профилактических и оперативно-розыскных мероприятий пересечена деятельность 45 незаконных игорных заведений на территории Республики Саха-Якутия. Из них 42 расположены были на территории города Якутска, по одному в Мирнинском, Неренгринском районах и Мегино-Кангаласском районе. Выявлять преступников помогают также и жители республики. Сегодня благодаря простым гражданам выявляются подпольные заведения, которые работают под видом компьютерных салонов. Граждане могут обратиться в любой пункт полиции, в МВД, к нам непосредственно в управление. Можно на телефон доверия, на 02, обычный телефонный номер, то есть сообщите об игорном заведении, и соответствующие меры реагирования будут приняты. Всего с 2015 года было возбуждено 45 уголовных дел по факту организации и проведения незаконной азартной игровой деятельности с использованием сети интернет и игровых автоматов. Дмитрий Тымыров, Джилстан Иннокентьев, Якутск. Текущий навигационный сезон по сравнению с прошлым благоприятен для судоходных компаний, в том числе для Алроса Лена. Об этом говорят объемы и максимальная загрузка судов. Из Ленска передает коллега Роман Токмаков. Навигация 2018 года переступила свой экватор. Впервые она отличается от предыдущих. Полноводная река позволяет всему флоту ходить с полной загрузкой. Даже на участке от Усть-Кута до Киренска. Он ежегодно считается самым проблемным. Высокий уровень заметен невооруженным взглядом. Река подступила прямо к дамбе. Для конца июля такой уровень нетипичен. Подъем на реке Лена вызван дождевым паводком, который вышел с реки Витим. На сегодняшний день вода уже начала падать, вторые сутки уже начался спад уровней на территории Ленского района. А в городе Ленске за прошедшие сутки вода упала на 24 сантиметра.
Общий подъем составил порядка 5,5 метров. Это расстраивает горожан. Возможности проводить досуг на берегу нет. Но положительно сказывается на работе судоходных компаний, в том числе «Алроса Лена». Ее составы традиционно работают на двух направлениях. Груз везут снизу по реке. С Максоголоха – это отправная точка для цемента, 30% которого уже доставлены, и сверху по течению с Усть-Кута. Оттуда идут сухогрузы и светлые нефтепродукты. План по первой позиции выполнен на 65%. Нефтепродуктов завезли уже 75% от навигационного плана. Флот весь работает, работаем по графику, больших срывов нет, как правило, погрузка, выгрузка, движение, все идет в соответствии с расписанием. На данный момент условия для судоходства на реках по республике благоприятны, но речники не расслабляются. Снижение уровня воды к концу лета – явление закономерное. Река гарантий не дает, так что сбавлять темпы завоза никто не собирается. Роман Токмаков, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край». Местные кадры в промышленности. В рамках этой программы в «Алроса» начались стажировки молодых специалистов. С мая месяца во всех комбинатах этой алмазной компании работают вчерашние студенты. Например, в службу производственного контроля Нюрбинского комбината устроились 2 молодых специалиста. С ними встретилась моя коллега Марфа Яковлева. Чистота, порядок и соблюдение инструкций – главные принципы в работе Вероники Николаевой, специалиста по охране труда Нюрбинского комбината. Окончив московский вуз, вернулась домой. Признается, работа в алмазодобывающей отрасли – ее давняя мечта. С детства я мечтала работать на производстве, поэтому я больше внимания уделяла таким предметам, как физика, черчение, математика. И поступила в Московский государственный технический университет имени Баумана. После этого у меня моя мечта сбылась, и я на производстве. Вероника работает в алмазной компании с мая этого года. Все благодаря республиканской программе стажировок молодых специалистов на производственных предприятиях Якутии. Ее разработали в рамках проекта «Местные кадры в промышленность». Такое соглашение в начале года заключили Республиканский комитет занятости и компания «Алроса». По этой программе в службу производственного контроля Нюрбинского комбината устроились 2 молодых специалиста. Чтобы новым работникам было легче освоиться в коллективе, на помощь пришли опытные наставники. Как человек молодой специалист познала свои хорошие теоретические знания, и сейчас мы их внедряем в практику. Ну, в принципе, впечатление хорошее, но, так скажем, век живи, век учись. Сейчас теоретические знания у нее очень высокие, и мы их реализуем на практике. Вахта в 28 дней для Вероники проходит незаметно. Интересная работа и, главное, желание вносить свой вклад в развитие алмазной компании. Несложно работать вахтовым методом, потому что я молодой специалист, и для меня нужен опыт работы, стаж работы, и так что я готова работать. Республиканская программа по привлечению местных кадров запланирована до 2022 года. В этом году в «Алроса» организует стажировку еще для 10 молодых специалистов с возможностью последующего трудоустройства. Марфа Яковлева, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Айсен Николаев присудил гранты для поддержки инновационных проектов. По 500 тысяч рублей получат 6 участников этого конкурса. Это компания Excel Biotech, разрабатывающая регенеративные устройства для восстановления поврежденных кожных покровов. Также компания Cryoprotect, выпускающая пилотную партию средства защиты кожи от холодового повреждения. Count Technologies на проект «Цифровой маркетинг и аналитика посетительского трафика Hukeim Wi-Fi» и малое инновационное предприятие «Автономные технологии» с проектом «Автономный поломоечный роботизированный комплекс Vedroid». Также гранты получат Николай Захаров на разработку серии игр для мобильных платформ в жанре флэш-гейм и Иннокентий Зарубин на реализацию проекта по производству мобильных бортовых редукторов для улучшения вездеходного потенциала автомобилей повышенной проходимости в условиях севера Якутии. Айсен Николаев отметил, что гранты присуждаются для поддержки инновационной деятельности в республике.
Ниренгринский медицинский колледж выиграл грант Министерства образования и науки России на обновление материально-технической базы. Общая сумма гранта – 21 миллион рублей. Всего на конкурс поступило более 400 заявок из 78 регионов страны. Как сообщили в нашему телеканалу в пресс-службе Федерального министерства, реализация проекта позволит оснастить профессиональные образовательные организации современным оборудованием. Отмечу, что всего получателями грантов стали 62 образовательные организации из 41 региона. Все вместе они получили почти 1,5 миллиарда рублей. Молодых деятелей культуры не нужно водить за ручку, им нужна площадка для творчества и общения. Об этом сказал руководитель региона Айсен Николаев во время посещения выставки художников Анны Осиповой и Зинаиды Курчатовой. Это дочь и мать, семья знаменитого якутского художника Афанасия Осипова. На выставке представлены 100 работ, портреты, пейзажи, современное искусство. Как рассказала Анна Осипова, в этом году исполнилось бы 70 лет ее матери. В свою очередь Айсен Николаев отметил, что за творчеством молодого художника следит он уже давно и является поклонником работ ее родителей. Я уверен, что молодых талантов не надо обязательно нам каким-то вот именно их вести за руку и так далее. Им надо помогать организовывать такие выставки. Им нужны места, где они могут выставляться, где они могут общаться, где они могут себя проявлять. И с этой точки зрения я считаю, что в республике достаточно большая работа проводится, интересная. И вот тот же Дворец современного искусства, который у нас сейчас строится на месте ДК Гагарина, и который будет введен уже где-то через год, он станет тем местом, где как раз не только художники, но и представители музыки, например, современной смогут встречаться, смогут себя показывать. И я уверен, что это тоже даст новый еще импульс развитию искусства в нашей республике. У нас большая семейная история. Папа художник, он, конечно, Афанасий Николаевич Осипов, очень огромное влияние и на мамино творчество оказал, и на мое становление, студенческие годы, и эти северные пейзажи, совместные поездки. И мамины все тоже работают совместно с путешествием с Афанасием Николаевичем по Монголии, по нашему северу, Мома, Индигир, Кауснера. В Якутске завершился ежегодный фестиваль «Летний позитив». В участии приняли команды из детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. Сюжет Кристины Якуповой. Танцевальный конкурс «Ритмы города» завершился. В фестивале приняли участие 5 команд, сформированные подразделением по делам несовершеннолетних и административными округами города. Весь летний позитив проводится для команд детей, состоящих на учете УПД. Возможно, это как перевоспитание для них или просто замена лета, чтобы было чем заняться. Это лето участникам фестиваля запомнится надолго, ведь за эти дни дети не только весело проводили время, но и успели найти новых друзей. Ежедневно они участвовали в различных состязаниях, а также активно готовились к главному конкурсу – закрытию летнего позитива. Целью его, конечно же, является активный отдых наших детей, школьников, формирование правосознания, вовлечение детей в интересные виды деятельности, которые со временем могут стать их профессией. Прежде всего, здесь происходит единение детей, которые уже давно занимаются, которые являются активными, с теми детьми, которые требуют повышенного внимания, которые из сложных семей. Победителями танцевального конкурса стали ребята команды межмуниципального управления Якутского, Строительного и Губинского округа. Ну а первое место по результатам всех соревнований фестиваля заняла команда первого отдела полиции Сайсарского округа. На следующий год мероприятие будет юбилейным, и организаторы планируют его провести еще ярче и еще позитивнее. Кристина Якупова, Владимир Павлов, Якутск. Таковы итоги дня. Смотрите телеканал Якутия-24. Будьте всегда в курсе.